Построили контрольный пункт въезда и выезда, в итоге Аскеру там нет места. Организатор товарной энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов не на шутку взъярился. Украина убрала вооруженных его аскеровцев с крымской границы. И это после всех подвигов, совершенных ради незалежной. Много лет участники национального батальона пытались контролировать грузоперевозки и пассажиропоток, прикрываясь борьбой с оккупацией. Вот только после смены власти в Киеве активисты пришлись не ко двору. По указанию нового президента Владимира Зеленского реконструировали украинский КПП. Аскеровцев и других участников незаконных батальонов убрали оттуда, заявив, что к государственным службам они не относятся, а значит, не имеют права находиться на границе. Об этом сообщил сам Ленур Ислямов, сказав, что молодым людям, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг, оказались не нужны стране. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали. Батальон «Аскер» создал предприниматель Ленур Ислямов для организации блокады Крыма. Все мы помним, как в 2015 году они взрывали опоры, потом при их участии организовывалась продуктовая, водная, гражданская блокада. С точки зрения даже европейских ценностей, куда стремится Украина попасть, стать частью европейского сообщества, данные вещи были неприемлемы. Неутешительные вести не заставили себя ждать. И вот со стороны официального Киева наносится новый удар по Ленуру Ислямову. Украина отключает вещание АТР на Крым. Телеканал задолжал более 38 миллионов рублей израильской спутниковой компании за аренду помещения в Киеве. Но взять деньги неоткуда. Для АТРовцев государственные украинские счета обнулились. Канал попросту стал изгоем страны, в которую сбежал. Сейчас производство программ сократилось на 90%. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев. Трансляцию нам отключили утром из-за задолженности АТР перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Что с этим делать, пока, честно сказать, не ясно. Производство программ пока сокращено на 90%. В 2019-м Счетная палата Украины выявила колоссальные нарушения в освоении бюджетных денег коммерческим каналам. В отчете ясно указано, с 2016 по 2018 год АТРу выделили более 149 миллионов гривен. 123 миллиона направлены на поддержание работы в Киеве. Но позже выяснили, что расходование денег шло в нарушение законов Украины, да и совсем не по назначению. Уважаемые телезрители, к сожалению, в этом году мы провели последний эфир Юз-Юзгия. Надеюсь, гости нашей программы, которая началась с Ибрагимом Умеровым, а закрылась мною, мы сумели обсудить интересные темы. А это прощальная речь ведущего украинского телеканала и на вещание UATV. Крымско-татарскую редакцию закрыли 13 января. Коллектив отправили в отпуск. Об этом сообщила экс-замминистра информационной политики Украины имени Джепар на своей странице в Facebook. На лишение финансирования телеканала АТР и закрытие крымско-татарской редакции ЮАТВ – это абсолютно предсказуемая и логичная история, потому что для Украины, как для государства, крымские татары и крымско-татарская тема в целом – это было инструментом манипуляции. И теперь, когда этот инструмент оказался абсолютно неэффективным, его бросили на произвол судьбы. Телеканал создало Министерство информационной политики Украины в 2015 году. UATV был доступен в кабельных сетях во всем мире. Очевидно, что политические иммигранты, в том числе и руководство телеканала АТР, она откровенно просчиталась. Просто очень жаль наших ребят, молодых крымских татар, которые поверили политиканам, поверили лжи такой политической и сегодня оказались на обочине большой дороги на чужбине. Мустафа Джемилев настаивает на участии крымских татар в нормандской четверке. Он также подверг критике руководства страны за то, что крымские татары сегодня не представлены в органах украинской власти. Потребовал, чтобы представители крымских татар присутствовали во всех ведомствах Украины. Также народный депутат с отчаянием заявил, что сегодня на международной арене тема Крыма практически не звучит. Я не говорю о том, чтобы в мировой прессе о Крыме говорили так же, как и в 2014 году. Тем не менее, тема восстановления территориальной целостности должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции.
Мустафа Джемилев обеспокоен не зря, ведь в сентябре прошлого года сам же остался неудел. Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной Рады. На сегодняшний день эти люди ничем похвастаться не могут. Они не могут выйти даже к тем немногочисленным своим сторонникам, которые побежали вслед за ними. Это немного людей, но это тоже наши соотечественники. Но на сегодняшний день ни Чубаров, ни Джемилев, ни Ислямов выйти к этим людям не может сказать: за 6 лет мы достигли вот этого, у нас есть это, у них нету ничего. Все это черным по белому трактует, что покинувшие родину крымские татары остались ненужными стране, за которую шли напролом. Наджия Исаева, телеканал «Миллет».